Без прошлого нет будущего. Без опоры на свои корни, на наши семьи нет и движения вперед. Говорят, семья – это память и сердце народа. А еще говорят, чем больше семья, тем крепче память о предках, передающаяся из поколения в поколение. Семья Тигаевых из селения Новый Урох из числа именно таких семей республики, где славу и традиции своих старших приумножают сегодня их достойные младшие. Фарн семьи Тигаевых – так назывался торжественный вечер, приуроченный к столетию Канамата Садулаевича Тигаева. Говорят, человек продолжает, вопреки смерти, жить среди нас, пока не гаснет огонь памяти о нем, пока воздают его заслугам и его имени благодарные потомки дань уважения. Канамат Садулаевич Тигаев родился в 1908 году в высокогорном селе Ахсау. Родители Канамата, Шадула Мисикоевич и Гуасе Налуковна, души не чаяли в своих детях. Трудолюбивые, справедливые и целеустремленные, глядя на них, родители трудились день и ночь, чтобы дети не испытывали нужды ни в чем. Но суровое время тех лет внесло свои коррективы в их мирную жизнь. От рук белогвардейцев погибает старший сын Александр. Все тяготы семьи легли на хрупкие плечи юного Канамата. Рано став кормильцем семьи, Канамат брался за любую работу. Нелегкая судьба выпала на его долю во время войны и в послевоенные годы. Вместе со своими односельчанами поднимал из руин свой родной колхоз. Благодаря своему трудолюбию, добропорядочности, общению с людьми, Канамат служил примером для подражания своим односельчанам. Я Тигаева Канамата узнал, будучи еще учеником. После войны мы работали, учащиеся на полях колхоза имени Гетоева, и вдруг приехал на машине незнакомый человек с председателем колхоза Губеевым Салатом. Ну, мы поинтересовались, дети все-таки интересовались, кто он. И нам объяснили, что это директор комсомольской МТС Тигаев Канамат. Тогда директор МТС считался третьим лицом в районе. Дальше наше знакомство состоялось, будучи я председателем колхоза имени Гетоева, а он там же, в Новом Урухе. Он как старший учил нас, молодых руководителей хозяйств, как себя вести, как уважительно относиться к колхозникам, к труженикам. А он еще немного поработал, потом ушел на пенсию, но очень активное участие принимал в общественной жизни не только своего села, но и всего района. О Канамате можно очень долго рассказывать. Таких людей надо ценить, надо уважать, надо вспоминать, о них надо писать, говорить, чтобы молодежь знала, в каких условиях они трудились, отдавая все. Они не думали о своих семьях, чтобы какое-то имущество, какие-то деньги накопить, а все отдавали на благо нашей Родины. Да, мы должны сегодня гордиться своими предками, своими отцами, тружениками и созидателями, прожившими достойную и честную жизнь.
Дети Канамата Тигаева пошли в отца и умом, и трудолюбием, и скромностью. Все они сегодня достойные и уважаемые люди, снискавшие добрую славу не только в Осетии, но и за ее пределами. И еще одно замечательное качество переняли они у отца – любить родное село, не жалеть сил для его процветания, благополучия, помогать односельчанам. Настоящим праздником стал для новоурухцев возрожденный храм. По инициативе и на средства детей Канамата Тигаева построена Свято-Георгиевская церковь в родном Новом Урухе. Нам хочется сегодня с гордостью представить младших Канамата Тигаева. Это Таймураз, Юрий, Вячеслав, Владимир, Казбек, Зоя, Валентина и Лариса. Наверное, для каждого отец это необыкновенное, он единственный. Но сравнивая, я сама уже не молодая, наблюдаю, жизнь заставляет и наблюдать, и видеть все вокруг. Наверное, 9 душ детей и дать всем образование. Притом, я прекрасно помню, один приезжает, другой уезжает, студенты, все одновременно. Денег нет, у одного перезанимает, другому отдает. Вот так он, те тяжелые годы, он говорил нам: я вам ничего не могу дать. Единственное, что я вам могу оставить и дать, это образование. Если у вас будет образование, и вы будете трудолюбивы, вам больше ничего не надо. И на самом деле это так и было. Это первое, как он к нам относился. Что я могу сказать? Самое главное у отца – это доброта. Дай Бог, чтобы после нас кто будет, хотя бы чуть-чуть сохранили вот то качество, которое нам подарил Отец, доброту. Мауаждан фет, аждан масарда и раже, дамонда и мажбус кота хосау, амада сама дунду не дарварже, да жарагана дерфыш сашчеждау, аждаванан савагай хошкат карштай, кудлаштай кадай закшу жвардон. Уаттариу мадафалат кухтылы фаштай, уаттариу хурда саштыты веттон. Макачин фыт дыбинон кымашыгыда, даном зурыма фандыры калыш. Далима жирон жахыл кажыдыгыдан, найрон жахыл важыр жындамаш. Шарегон кашарыл юкырбатта, шыжгарин майя заксаштай кэгашт. Уадиудын мах дажарда юакхатка, нагыцыл карты асарыштам ашт. Фандырзахт маках фыныстай юкыршахтай, андарсин мада сотай ваттай пэк. Уадиудын кадамир был худ гажатай, чежитао махалат нырышет.
سات سوقدونافتا مجنار فتاوش خخجان ودو يندر عارفة كمن عارفة جردة يفار نشر الشوق والتاتمان مقاتشن فت دبينون تمشدرا دانوم زور ما فاندر قاش داوي ما جيرون جخل قاجدان نايرون جخل باجر جنداناش داوي ما جيرون جخل قاجدان نايرون جخل باجر جنداناش نايرون جخل باجر جنداناش نايرون جخل باجر جنداناش. У слова «фарн» в русском языке нет точного перевода, но в сочетании слов «фарн» семьи Тегаевых становится ясно. Фарн – это благополучие, изобилие, мир, счастье, радость в доме. Семья, где есть почитаемые старшие и достойные младшие, всегда являлась у нас примером для подражания. Канамат Садулаевич родился в горах, но когда они переехали в село Новый Урух, молодым парнем возглавлял он комсомольскую организацию. Когда подросли мы, дети, то всегда брали от него пример. Канамат Садулаевич был большим другом нашей семьи, моего отца Хаджи Умара и моего дяди Дриса. Как специалист, общественный работник, ему не было цены. Я с благодарностью помню слова Канамата Садулаевича, когда он мне говорит: слушай, молодой человек, который носит имя Канамата, должен быть полезен не только себе, но обществу, говорит. Так что ты меня никогда не подводи. Наше будущее в ваших руках, молодежь, говорит. И говорит, мне хочется, когда я уйду на пенсию, чтобы вы продолжали наши дела. На вечер памяти Канамата Тегаева были приглашены гости из Москвы, друзья Валентины и Владимира Тегаевых. То, что я сегодня увидела и услышала здесь, в этом удивительном зале. Я смотрю на наших пожилых людей, такие благородные, такие красивые, такие достойные. Нет равных нашим бабушкам, нашим мамам. И спасибо Валентине Канаматовне, что вот спустя много лет вот она собрала нас всех вместе, чтобы сказать нам, как важно, чтобы чтить своих родителей, своих предков. Силхи фасева трасолдай Арам бургида ицап салдаба кафын мондагай зарай Арам бургида ицап салдаба кафын мондагай зарай Феми суйзарда бирати дарта факану самата ходуй Канарар виста вахани зарта сардиагай назонуй
Нафандоре цах нагаште карцхар гай сармадари устай. Оскорла фанда далакшин хайдар пашини вонца палустай. Оскорла фанда далакшин хайдар пашини вонца палустай. Емисуй зарда беречи дарда такануй самата ходуй. Канар аргиста вахани зарда царняда ена зонуй. Тумбул şimdi kaf yeri say kafon akşit skondar maçı faluy. Варзун равзарун кизгути зарун мазар диара харлауй. Варзун равзарун кизгути зарун мазар диара харлауй. Зарда беречи дарда пакануй самата ходуй. Канарагиста вахани зарда царьяда ена зонуй. Канарагиста вахани зарда царьяда ена зонуй. Маленький штрих к портрету Канамат Садулаевича. Я жила на Николаева и живу сегодня там. А Дина и Валентина, это дочери Канамат Садулаевича, жили на Тельмана. Я как-то вечером прибежала к ним, а у них как раз гостил Канамат Садулаевич. Но я видела, как он заходил к ним. У него были огромные сумки. Это он с села вез гостинцы своим детям. Но так получилось, что до детей почти ничего не дошло, потому что во дворе сидели женщины, сидели дети, и вот Канамат Садулаевич все свои гостинцы вручил соседям. Посидели, поговорили, а Канамат Садулаевич был интересным рассказчиком. Человек, который прошел сквозь огонь и воду, конечно же, он много знал. Я впервые услышала от Канамат Садулаевича о кирменистах. Он очень много о них рассказывал, очень много. Я за ним очень много записывала. Ну, говорили, уже 8 часов, уже 9 час. Выходим, Канамат Садулаевич идет провожать меня. И в это время откуда-то взялись 2 мальчугана. Маленькие, не знаю, чем они занимались, не знаю, откуда вылезли, но такие, запачканные, замызганные. Канамат Садулаевич на них смотрит и спрашивает: «Вы чьи? Вы что так поздно гуляете?» И по-мужски с ними поздоровался. Они так серьезно тоже подали руки, поздоровались. Он их спрашивает: чьи вы дети? Он их развел по домам. Затем мы идем, я ему говорю: Канамат Садулаевич, да что ж вы так вот руку подали, это же дети. А он поворачивается и говорит: это сегодня дети, а завтра это мужчины. И надо, чтобы старший здоровался с младшим, для того, чтобы когда-то, когда я буду уже старым-старым, вот чтобы вот эти мужчины подошли и первые подали мне руку. Вот такой он был человек, мудрый. Я считаю, что это мудрость. Я, честно говоря, не помню, вот кто-то из древних сказал, что народы, которые не создали духовно-нравственную среду, сходят со сцены истории. Но где же еще, как не в семье, начинается, зарождается эта духовно-нравственная среда? Еще раз вам огромное спасибо, что вы храните традиции. Вот в этой небольшой книжечке, которую я с удовольствием хочу вам подарить, моя маленькая книжка, там есть такие строки, что в старце просыпается дитя, мы говорим всерьез, а не шутя.
но и ребенок-старец. Он родится, весь опыт прошлой жизни обретя. Конечно, какой-нибудь философ или там мистик скажет, что имеются в виду прошлые жизни этого ребенка. Мне же почему-то кажется, больше я подразумевала опыт поколений. То, что передается с генами, с духом этого, второго, третьего, десятого, но дома. Дома в данном случае Тягаевых. И вот родились несколько строк, которые я вам прочитаю. «Свет далеких звезд» семье Тягаевых посвящаю. Семья не только чай за ужином, на день рождения презент. Семья, когда кому-то нужен твой вздох, твой дух, твой чистый свет. Когда зов предков не смолкает в тебе с младенчества до 100, и даже правнук ощущает жар партизанского костра. И память не в цветах на камне, а в каждом прорастает вновь стальное сердце Канамата, Гуашла, Гуасы мудрая любовь. Их нечем заменить и неким. Но пусть и средь кромешной мглы малыш 22 века сверкнет улыбкой садовой. Для нас наш отец сегодня жив. Получили известие из Москвы, что у него еще опять сегодня прибавление к его потомству. Девочка родилась у Алексея. Да, правнучка. Поэтому жизнь продолжается. И спасибо вам всем, кто его знал, вспоминает. Спасибо Национальной научной библиотеке. Я очень благодарна Ухаевой Надежде Иосифовне. Изначально в России основа семья, и ее не отменят ни годы, ни мода. Ведь семья — это мы, это ты, это я. Это память и сердце народа.